В эфире программа «Якутия. День за днем». Я Влад Давыдов и репортеры телеканала «Якутия-24» подведем итоги недели. Смотрите выпуск. Вековая мечта близка к воплощению. Концессионное соглашение по проекту строительства Ленского моста подписано, комментирует глава республики Айсен Николаев. Серьезнейший проект, который мы ждали десятилетиями и который сейчас сдвинулся с места благодаря поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Борьба с коронавирусом. В Китае растет число заболевших. В России и Якутии принимают меры против возможного обнаружения вируса у наших граждан. Последние новости и данные. Работа спасать жизни. Известный в Якутии кардиохирург Петр Захаров отмечает юбилей. Чего добилось учреждение и он сам за долгие годы упорного труда на страже здоровья. Повелитель холода сделал это. В Якутске установлен рекорд по самому долгому нахождению подо льдом. Репортаж с места событий о том, как все это происходило. Самое кайфовое, это когда ценишь такие мелочи, как воздух, например. Да? Добрый февраль. Акция, запущенная нашим телеканалом, привлекает общественников, учреждения и просто неравнодушных. Люди продолжают оказывать разную помощь от чистого сердца. Зимний турсезон в Усть-Ботома. В питомнике лесных бизонов готовятся встречать гостей. Как там поживают редкие животные? Приближаться к ним лучше не стоит, потому что это все-таки дикие животные. Одна из главных событий недели – подписание концессионного соглашения по проекту строительства Ленского моста между правительством Якутии, консорциумом Ростех и группой ВИС. Событие прокомментировал Айсен Николаев, сказав, что мост через Лену – это вековая мечта якутян. Объект не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры страны. Сейчас фактически стартовал первый этап изыскательские работы. В ходе этого предстоит детально проработать этот проект, определить его финальную стоимость и подготовиться к государственной экспертизе. Это очень важный этап в проекте, так как сейчас уже появилась возможность уже буквально сегодняшнего дня начать изыскательские работы для того, чтобы проектные работы шли по графику. Нам это очень важно, чтобы успеть до ледохода провести все изыскательские работы в пойме реки Лена по обоим берегам, с тем, чтобы мы реально в 2020 году уже вышли на проект, который будет дальше уже заводиться в государственную экспертизу. Компания ВИС – это 2 триллиона рублей проектов, которые они сегодня реализуют на территории нашей страны. 86 крупных объектов уже сданных на территории многих субъектов Российской Федерации. Ну а госкорпорация Ростех является лидером высокотехнологичной промышленности, лидером, который консолидирует в целом оборонную промышленность страны, и уверен, что и компетенции, и подходы к решению таких сложнейших технологических на самом деле задач, каким является, безусловно, строительство Ленского моста, помогут этот серьезнейший проект, который мы ждали десятилетиями и который сейчас сдвинулся с места благодаря поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в кратчайшие сроки уже начать реализовывать и, как запланировано, до конца 2025 года ввести его уже в эксплуатацию. От коронавирусной инфекции в Китае, по данным на 15 февраля, умерли 1523 человека. За сутки число погибших увеличилось на 143 человека. Что касается общих данных, то число заразившихся в Китае выросло до 66 492 человек. Резкий скачок числа зараженных связан с внедрением новой методики диагностики. Наш корреспондент Ульяна Шагина о том, какие меры приняты в России и у нас в Якутии против возможного потенциального обнаружения вируса. По обновленным данным, официальный показатель смертности от нового коронавируса по стране составляет 2,28%. Российские службы в связи со сложившейся обстановкой приняли решение о закрытии российско-китайской границы на Дальнем Востоке. Приостановлено пассажирское сообщение с Китаем. С 4 февраля ограничен въезд иностранцев из Китайской Народной Республики. Власти Якутии также принимают все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса в регионе. В том числе все пассажиры, прибывающие не только из стран Азии, проходят обязательную двойную термометрию.
Проводится обязательная двукратная термометрия пассажиров и всех членов экипажа, которые прибыли международными авиарейсами. Также проводится термометрия пассажиров и членов экипажа, которые прибыли с внутрироссийскими. 19 человек, прибывших из стран Азии в Якутск, еще на прошлой неделе с признаками ОРВИ и температурой уже выписаны. В статусе ожидания результатов анализа пока находится только 1 человек. Еще один результат, и надеемся, что он тоже такой же будет благополучный. Сегодня у нас прошли учения. Между тем, в Якутии начались учения по противодействию коронавирусу в медицинских учреждениях. Учения проходят совместно с МЧС, Роспотребнадзором и Росздравнадзором. Специалисты со средствами защиты будут ездить по разным районам города, откуда, по легенде, поступили вызовы о подозрениях на коронавирус. Результаты и выводы будут сделаны чуть позже. Пока мы считаем, что по предварительным данным и согласно данным МЧС учения прошли удовлетворительно. Нарушений пока нет. Мы прям разворачивались полностью с дезинфекцией, со всеми атрибутиками, с задействованием обсерватора. А в это время Федеральная антимонопольная служба Якутии начала проверку по завышению цен на противовирусные препараты и медицинские маски в Якутии. Сейчас главная задача надзорных органов – разобраться, чем обоснованы эти завышения. Из-за временных торговых надбавок, установленных Госкомцен, или же все-таки руку к этому приложили недобросовестные поставщики и сами аптеки. И наша задача сейчас, чтобы не было злоупотребления на рынке данных товаров, чтобы не было необоснованного роста, потому что все-таки масочные изделия это сейчас идет на особом контроле. 6 февраля такие проверки практически в ежедневном режиме проводят и активисты Общероссийского народного фронта. Проверяются аптеки не только в Якутске, но и в улусах региона. Если у него среднестатистическая цена в Российской Федерации у нас 1242 рубля, то в аптеке в Алекминске, например, она стоит 1515. То есть 300 рублей почти разница, то есть будем выяснять, в результате чего это все-таки транспортные расходы настолько велики, или все-таки это же уже идет завышение от оптовых продаж уже непосредственно от предпринимателей. То есть в этом направлении вот так-то и работаем в принципе. Проверяются и оптовые склады по продаже овощей и фруктов. Напомним, 7 февраля российские власти приняли решение открыть границу с Китаем в Преамурье. По словам якутского ФАС, результаты проверки в столице не показали никаких завышений цен на фрукты и овощи, не поступало соответствующих жалоб и от населения. Вообще не поднимали, если взять. Огурцы, помидоры, если вы знаете и не знаете, в Новосибирске стоили они 220 рублей. Мы продавали здесь 270 рублей. А дорога обходилась нам 40 рублей обходится. 10 рублей накрутки, еще плюс гнилё. Мы думали, что народ там, чтобы подешевле взяли, чтобы народу не было трудно. Спал и спрос якутян на овощи и фрукты. Причем такая картина по всей стране. Большие торговые сети отказываются от китайских помидоров, мандаринов и перца. Постепенно последствия вируса замечают не только участники финансовых рынков, но и реальный бизнес. Но влияние китайского вируса, как считают якутские эксперты, продлится максимум до конца весны. А затем мировая экономика постепенно начнет стабилизироваться. Конечно, негативные последствия китайская экономика будет ощущать еще в течение нескольких лет, но в целом вероятнее всего, до конца года уже большинство вещей будут нормализированы. По некоторым оценкам, максимальный урон, который может понести китайская экономика, это в районе 4% от годового внутреннего валового продукта, не больше. В Китае же нашли эффективный способ лечения коронавируса. Методика переливания плазмы переболевших этим вирусом доказала свою эффективность. В России же зарегистрирована тест-система для выявления нового коронавируса. Ее создатель – научный центр биотехнологий «Вектор». В Федеральном Роспотребнадзоре заявили, что региональные организации ведомства уже обеспечены подобными тестами. В Якутии же такие аппараты только проходят сертификацию. А пока лабораторные анализы направляются в Новосибирск. Ульяна Шагина, Якутия, день за днем. Пока идет обсуждение все еще далекого от нас коронавируса, здесь и сейчас население атакуют старые добрые заболевания – ОРВИ и грипп. Из-за роста числа заболевших, особенно среди детей в Якутске, продлили карантин в школах до 23 февраля. Такое решение на неделе приняла специальная комиссия. Отмечается, что также приостановлена работа всех кружков, секций и дополнительных занятий.
Эпидемиологическая ситуация в столице региона напряженная. Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых, превышение допустимых эпидемических порогов. Заболеваемость по городу растет, и по решению противоэпидемиологической комиссии принято решение продлить карантин до 23 февраля включительно во всех образовательных организациях, находящихся на территории города Якутска. А в Алдане выявлен первый случай заболевания корью. Уже определен круг людей, которые контактировали с носителем вируса. Проводятся профилактические мероприятия. Также продолжается там работа по выявлению граждан, ранее не получавших иммунизацию. Подробнее Татьяна Вахнина из Алдана. Подъем температуры до 40 градусов, конъюнктивит, насморк, спустя несколько дней характерная сыпь. Такова клиническая картина кори, острого вирусного заболевания. В Якутии имеют место вспышки кори. На сегодняшний день имеется один подтвержденный случай заболевания кори работника золотодобывающего предприятия, иностранный гражданин. В ходе проведения противоэпидемических мероприятий были также выявлены жители города Алдан с подозрением на заболевание корью. Выявлен также круг лиц, контактировавших с носителем вируса. Проводятся профилактические мероприятия. Корь передается воздушно-капельным путем. Заболевание высококонтагиозное, опасность представляет больной человек. Работа проводится, не окончена. В течение 21 дня мы будем ее продолжать. И на сегодняшний день также выявлены проблемы с иммунизацией населения Алданского района, в том числе декретированного контингента. Решение этой проблемы мы также берем на контроль. Защититься от кори можно только с помощью прививки. Если ребенок, согласно прививочному календарю, получил двукратную профилактику в полгода и в 6 лет, вирус кори ему будет не страшен. Вакцинация у нас проводится в рамках национального календаря профилактических прививок. И в прошлом году, в 2019-м, проводилась еще дополнительная иммунизация, подчищающая. В Алданском районе разработана стратегия межведомственного взаимодействия с целью предупреждения возникновения и распространения заболевания. Продолжается работа по выявлению непривитых граждан. Особое внимание уделяется приезжим. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сейчас короткая пауза. Вернемся через полминуты. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Спасать жизни известный в Якутии кардиохирург Петр Захаров отмечает юбилей, чего добилось учреждение, и он сам за долгие годы упорного труда. Добрый февраль. Акция, запущенная нашим телеканалом, привлекает общественников, учреждения и просто неравнодушных. Люди продолжают оказывать разную помощь от чистого сердца. Это и многое другое через короткую паузу. Якутия-24 продолжает программу «День за днем». На неделе в Якутии отметили День родного языка и письменности. Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста, ученого, основоположника массовой письменности, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. Главными событиями торжественного собрания общественности ко дню родного языка и письменности стали запуск международного интернет-портала языков коренных малочисленных народов Севера «Илкен», а также презентация большого толкового словаря якутского языка. Другая знаковая дата – День национальной печати, учрежден теперь в Якутии. Он будет отмечаться в республике 1 июля ежегодно. Соответствующий документ подписал глава республики. Праздник создан в целях популяризации государственных и официальных языков республики, а также повышения престижа работников печати и средств массовой информации и будет отмечаться 1 июля в день выхода первой газеты на якутском языке «Сахадойдута» «Якутский край». Идейными вдохновителями стали представители интеллигенции того времени. – 18 февраля транспортная полиция России празднует 101-ю годовщину со дня основания. Ведомство было создано в 1919 году на базе судоходной охраны Главного управления водного транспорта. Тогда был утвержден декрет об организации ЖД-милиции и охраны.
Сегодня они обеспечивают безопасность на всех путях сообщениях республики. Наш корреспондент Юрий Осипов о буднях и особенностях работы сотрудников правопорядка. Игорь пришел служить в полицию 7 лет назад, в 2013-м. Начинал службу в аэропорту города Мирного. Спустя несколько лет исправной работы был переведен в столицу республики. Сегодня он является старшим инспектором наряда. Работа наша в основном заключается в проведении предполетного досмотра, послеполетного досмотра, выявления как раз административных правонарушений в аэропорту. Службой этой, можно сказать, горжусь. Были предложения в другие перевестись внутри подразделения, но все-таки мне больше по душе вот эта вот структура. За сутки через аэропорт Якутска проходят более 2000 пассажиров. Служба сотрудников правопорядка начинается возле рамки металлоискателя. Именно ее первой видят люди, заходящие в здание аэропорта. И именно на этом первом рубеже, как нам сообщили, выявляется больше всего правонарушений. Здесь мы проверяем оружие, просим граждан снять металлические предметы, находящиеся при них. Проводим досмотр. И как бы пассажиры иногда бывают моменты, что не замечают, что у них в личных вещах, в сумках находятся ножи, патроны. Вот. И здесь их служба авиационной безопасности останавливает, и мы проводим досмотр. Следующая стадия проверки пассажиров – это документы. Для этого при паспортном контроле сотрудники пользуются спецоборудованием, так называемый кейс КПМ. Он позволяет быстро и без проволочек проверять документы пассажиров. Он служит для того, чтобы выявлять людей, находящихся в розыске. Все это подсоединено к общей базе данных. Прикладываем паспорт, либо это гражданин Российской Федерации, либо это водительское удостоверение, либо загранпаспорт гражданина Российской Федерации, либо загранпаспорт иностранца. Если человек находится в розыске, он обязательно у нас высветится. И давайте на собственном примере посмотрим, как работает этот кейс. Я передам Станиславу свой паспорт, чтобы он проверил, не числится ли за мной каких-то нарушений. Да, конечно. Сейчас мы проверим ваш паспорт. Буквально одним нажатием руки мы проследим за тем, что находитесь вы в розыске или нет. Пожалуйста, ваши данные. Осипов Юрий Александрович. Нет данных. То есть вы в розыске не находитесь. Третий пост в зале прилета. Здесь проверку проходят уже прибывшие пассажиры. Помимо постов, на которых несут службы сотрудники транспортной полиции, они также проводят постоянное патрулирование территории аэропорта. В этом им помогают кинологи. Четвероногие служители закона помогают найти то, что не могут увидеть глаза или обнаружить приборы. Каждый из них обучается по определенному профилю – наркотики, оружие или взрывчатые вещества. Так уже 2 года в рядах полиции служит бельгийская овчарка Альфа. В данной собаке поиск и обнаружение взрывчатых веществ. Она проходила обучение в Егорской школе по подготовке специалистов-кинологов 1,5 года назад. На данный момент работает, приносит результаты. Мы обследуем каждое утро, день и вечер помещение, багаж и территорию, прилегающую к аэропорту. Транспортная полиция стоит на страже безопасности пассажиров на всех объектах транспортной инфраструктуры. В декабре прошлого года линейный пункт полиции открылся на железнодорожной станции Нижний Бестях. Проблема в основном возникает с тем, что многие люди не знают, что, да не многие люди, практически все, не знают, что курение в общественных местах, так как и на любом транспортной инфраструктуре запрещено, и распитие алкогольной продукции также. Никто, в общем, не знает, грубо говоря, и все нарушают. По сообщению Северо-Восточного линейного управления МВД, за 2019 год сотрудники транспортной полиции изъяли более 9 килограммов наркотиков, 34 единицы оружия, а также пресекли деятельность 9 организованных преступных групп. Перед отправлением обходим мы Привокзальную площадь, проверяем, смотрим. Может быть, подозрительных лиц, если есть, проверяем. На багаж смотрим, как люди проходят. Если есть огромные сумки, то, соответственно, должен быть оплачен должен быть перевес. Пассажиры прошли регистрацию и сели на поезд. Наши герои отправились вместе с ними.
Здесь, на железнодорожной станции, в отличие от работы в аэропорту и на воде, сотрудники транспортной полиции не только встречают и провожают пассажиров на вокзале, но и сопровождают их на всем пути следования, обеспечивая безопасность в поезде до самого пункта назначения. Пассажиропоток на станции составляет порядка 200 человек в день. Ежедневно сотрудники транспортной полиции сопровождают 6 пассажирских поездов. Но это не значит, что сам вокзал остается без охраны. Сотрудники правопорядка продолжают нести службу и на самой станции. Основная задача стоит — это охрана общественного порядка. То есть на моей должности стоит именно встреча, там пассажирский поезд встретил, да, проводил народ. Ну, смотришь за порядком на вокзале именно. А на маршруте это все находится, вся станция, по сути. Ответственность, лежащую на сотрудниках транспортной полиции, сложно переоценить. Протяженность железной дороги в республике до границы с Амурской областью составляет порядка 900 километров. За вековую историю линейное управление МВД стало самостоятельным подразделением, которое обеспечивает безопасность граждан на всех видах транспорта на земле, воде и воздухе. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Сразу два события празднует хирургическое сообщество республики. Это юбилей кардиохирургического отделения Национального центра медицины республики и его заведующего Петра Захарова. Известный профессионал за свою долгую карьеру спас множество жизней. Сюжет Саргаланы Неустроевой. Желание стать врачом Петра Захарова посетило еще в детстве. Его мама тяжело болела, часто переносила сердечные приступы, а в возрасте 53 лет ушла из жизни. Это и стало отправной точкой. Признается, о работе он думает всегда и везде. По утрам, после изнурительной смены, в выходные и даже во время отпуска. По-другому никак, ведь врач – это не просто профессия, это образ жизни. Все равно, как бы не трудно было, все равно хирург пойдет в операционный в следующий раз тоже, спасать жизнь человека. Это как, так можно сказать, если грубо сказать, то как наркотик. Тянет операционный все равно, постоянно. И сопереживание, вот это как бы основной двигатель хирурга, да, работы хирурга, сердца хирурга. В свое время Петр Захаров успел даже побыть ассистентом Викентия Пекарского, основателя Томской школы хирургии. Именно он и вдохновил его на будущие свершения. А таких немало, но говорить о себе как об одном из лучших кардиохирургов Дальнего Востока Петр Захаров не любит. Звездой якутской хирургии я бы, конечно, назвал моего учителя, покойного, Ивана Константина Романова. Он вырастил очень много учеников. Сейчас его ученики многие являются ведущими хирургами в нашей республике, работают. В том числе я тоже у него учился, много от него перенял. Среди коллег, как и среди пациентов, Петр Захаров пользуется большим уважением. А умение найти подход к каждому и настоящее неподдельное добродушие сразу располагает к хирургу. За долгую карьеру Петра Захарова сложно найти пациента, который не был бы благодарен ему. Но я, естественно же, хотела, чтобы оперировали именно меня здесь. Да, это моя первая операция, и я вообще не волновалась, и как бы Петр Иванович так спокойно, так тихо, все вот медперсонал так со мной вот, обращаются, да, и в итоге вообще не страшно. Отделение кардиохирургии начало свою деятельность в 2000 году. Тогда еще молодые и неопытные врачи проделывали только легкие операции. Теперь же в Национальном центре медицины проводятся беспрецедентные для республики операции по пересадке сердца. Всего за 20 лет под чутким руководством Петра Захарова якутская кардиохирургия стала одной из передовых на Дальнем Востоке. Вот за эти годы нашими кардиохирургами, и совместно с кардиологами были внедрены все новые методы хирургического лечения, которые на сегодняшний день есть в нашей стране и в мировой практике. У нас выполняются практически весь спектр кардиохирургических операций. И сейчас внедряются новые методы лечения хронической сердечной недостаточности. Про себя Геннадий Сыромятников любит шутить. «Я теперь почти киборг». Летом прошлого года ему провели уникальную операцию по имплантации трехкамерного электрокардиостимулятора. И уже осенью Геннадий смог работать и жить полной жизнью, полностью пройдя курс реабилитации.
Я бы хотел все-таки выразить слова благодарности всем тем кардиологам и специалистам, медсестрам, вот, с которыми я столкнулся в процессе имплантации кардиостимулятора. И как сказал в своем интервью Петр Иванович, что сердце – это очень уникальный, интересный орган, который мы должны все любить и заботиться о нем, и относиться к нему с благодарностью. Коллектив отделения сформировался давно. Все они – ученики Петра Захарова, его друзья и коллеги. Во многом заведующий отделения стал для них настоящим примером, опорой и поддержкой. Однако Петр Захаров с присущим ему скромным обаянием никогда не поставит себя выше другого человека, а обо всех своих коллегах всегда отзывается с большим уважением. Сарглана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Пауза короткая, 15 секунд, потом продолжим. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Повелитель холода сделал это. В Якутске установили рекорд по самому долгому нахождению подо льдом. Репортаж с места событий о том, как все это было. Зимний турсезон в Усть-Ботома. В питомнике лесных бизонов готовятся встречать гостей. Как там поживают эти редкие животные, это и многое другое после паузы. Это Якутия день за днем. Продолжаем выпуск. Акция «Добрый февраль», организованная нашим телеканалом, с каждым днем все чаще отзывается в сердцах неравнодушных людей. На этот раз общественники города решили помочь четвероногим друзьям, которые находятся в столичном пункте передержки бродячих животных. Не секрет, что ситуация с реализацией новых норм закона об ответственном обращении с животными сложная. И теплых мест в питомнике хватает далеко не всем. Только на сегодняшний день там содержится порядка 200 собак, и каждый день доставляют новых. Вооружившись пилами, молотками и прочими инструментами, общественники города собственноручно изготовили несколько новых теплых будок для приюта. Некоторые пришли не одни, а со своими детьми, чтобы с молоду привить доброту и отзывчивость к тем, кто оказался в трудной ситуации. Новые домики для четвероногих друзей уже заняли свое место на территории пункта передержки. Не зря озабочены судьбой вот этих собак, но больше, наверное, судьбой ребятишек, которые ходят среди этих бродячих собак. То есть мы на самом деле боимся, да, вот за безопасность нашего города, в том числе вот детей, стариков. И вот эти бродячие собаки, они создают определенную опасность проживания, поэтому, да, их надо отлавливать, их надо содержать вот в этом пункте передержки, и чтобы они там себя чувствовали, ну, хотя бы чуть-чуть комфортнее, чем просто, так сказать, там в каких-то металлических клетках, мы вот решили в том числе это и, ну, подхватить этот, так сказать, флаг. К акции «Добрый февраль» присоединилась и кондитер Мария Столярчик. Она вызвалась дать мастер-класс по приготовлению тортов многодетной маме. Мария Иванова воспитывает 6 детей. И овладение таким искусством даст возможность ей чаще радовать своих домочадцев сладкими подарками. Кондитер раскрыла секреты приготовления знаменитого торта «Красный бархат», показала, как правильно выпекать яркий бисквит в домашних условиях, рассказала обо всех нюансах крема, как его правильно выравнивать. Сливки для крема, посуда для крема, все должно быть охлажденным. Я этого, допустим, не знала. Я не знала, что сливки перед взбиванием надо еще раз положить в морозильник на минут 20. Это для меня очень интересно. И сам процесс, некоторые даже вот формочки, да, для меня вот, я вот в первый раз использую. Все наши условия ориентированы на вкусную домашнюю выпечку. У нас даже печки непрофессиональные, домашние печки. И единственное, вот минимальный набор инструментов нужен будет девушкам, чтобы в дальнейшем работать. Также в рамках «Доброго февраля» внимание уделили и детям. 11 юных гимнасток из Хангаласского улуса смогут бесплатно посетить парк Ортодойду. Девочки ранее успешно выступили и заняли призовые места на 2 всероссийских соревнованиях в Московской области. И чтобы поощрить такие результаты, сотрудники зоопарка пригласили спортсменок к себе в гости. Репортаж Виолетты Засимовой.
Клуб художественной гимнастики «Бриллианты Эркени» в городе Покровске открылся в 2017 году. На сегодняшний день в нем занимаются около 70 детей от 4 до 13 лет. Причем не все дети покровские, есть и те, кто специально приезжают с близлежащих и даже заречных населенных пунктов Улуса. Тренировки проводятся 3-4 раза в неделю по 1,5 часа. Перед соревнованиями мы занимаемся по 5-6 часов в день. Девочки ходят, ездят. И зал нам предоставляет Дворец спорта города Покровска. Для поездки на всероссийские соревнования в Московскую область были отобраны 11 воспитанниц клуба. Впервые решено было взять самых маленьких – девочек 2014-2015 годов рождения. 8 февраля юные хангаласские гимнастки вышли на ковер Всероссийского детского фестиваля по художественной гимнастике «Крохот-2020», где завоевали все виды медалей. Второе у нас 9 февраля. Мы были приглашены в город Апрелевка. Это уже по рангам повыше турнир. По разряду девочки тоже выступали некоторые. У нас 1 чемпионка, 2 серебра и 6 бронз. Как вас встретили вот уже в Покровске, когда вот узнали, что вы так хорошо выступили? Мне папа сказал, что если я займу какое-нибудь место, то он мне купит новый телефон. Я очень старалась, потом заняла 3-е место, и папа мне купил новый телефон. Ах, вот какая мотивация, да, у тебя? Телеканал «Якутия-24» решил сделать сюрприз для маленьких гимнасток клуба «Бриллианты Эркени» в виде поездки в зоопарк Ортодойду. Сотрудники якутского зоопарка с радостью поддержали нашу идею и в телефонном разговоре пригласили девочек к себе в гости. Приглашаем вас посетить 28 февраля мероприятие, посвященное хозяину Арктики белому медведю. Вы сможете увидеть кормление Ломоносова тортом, принять участие в викторине и посмотреть на экране, установленном в кафе, самые свежие кадры из жизни медведицы Коломаны и ее маленького белого медвежонка. 28 февраля телеканал «Якутия-24» будет сопровождать девочек во время их поездки в якутский зоопарк и покажет счастливые лица юных спортсменок. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Другая акция нашего телеканала нашла отклики за пределами Якутии. Мы предложили жителям почтить память предков, заменить новомодные треки на смартфонах мелодиями военных лет. О том, как начинался этот патриотический челлендж «Рингтон Победы» и кто откликнулся на призыв. Сюжет Полины Долинской. 4 февраля генеральный директор национальной вещательной компании «Саха» Олег Марков запустил акцию, посвященную 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне «Рингтон Победы». Вместо модных мелодий на телефоне звучит песня военных лет. Первый вызов был брошен директору телеканала из Омска Артему Серову. Я принял вызов от своего коллеги, директора НВК «Саха-Якутия» Олега Маркова. Вслед за первым ответом к акции начали присоединяться жители нашей республики. В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. И наша задача, чтобы память о этой замечательной и главной победе нашей страны сохранилась в памяти многих поколений. Я передаю главе муниципального образования Чурапчинский Улус Наговицыну Андрею Тимофеевичу и главе муниципального образования Алданский район Позднякову Северину Николаевичу. Главе муниципального образования город Алдан Александру Лукичу Бугай. Ну и всем директорам детско-юношеских спортивных школ. Молодежь села Хатасы, участвуем в акции «Рингтон Победы». Флешмоб начал набирать обороты, и к нему стали присоединяться библиотекари, блогеры и эстрадные исполнители. Передаем челлендж нашим друзьям библиотеки Smart и второй школе. Хочу передать свою эстафету блогерам. Я отправляю этот челлендж своим друзьям Анатолию Кирилловну Толи Чеке, своей подруге Гале Виноград.
Присоединиться к акции «Рингтон Победы» может каждый. Для этого необходимо установить на своем телефоне в качестве мелодии одну из песен военных лет. Скачать ее можно из iTunes или любого сайта для владельцев андроидов, либо на сайте телеканала «Якутия-24». Военные песни, как дань памяти героям Великой Победы. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. С громкой премьерой труппа «Саха-цирка» гастролирует в Казанском государственном цирке. Бриллиантовый цирк Якутии приехал в Татарстан по приглашению прокатчика Мурада Абдулаева. И якутские циркачи представили зрителям свою шоу-программу с участием жонглеров, воздушных гимнастов, акробатов, клоунов и других талантливых номеров. Гастроли якутских циркачей в столице Татарстана продлятся до 1 марта. У нас гастроли проходят в феврале месяце в городе Казань. И, конечно же, зрителям очень нравится, зрители очень нас поддерживают, и мы очень благодарны за это казанскому татарскому зрителю. Ну и, конечно же, условия здесь очень хорошие, цирк очень красивый, большой, просторный, и комфортно здесь работать. День всех влюбленных или День Святого Валентина отмечали в минувшую пятницу во всем мире. Обычно принято говорить приятные слова и дарить подарки своим вторым половинкам, но калининградский экстремал Олег Рязанов пошел дальше. Он прилетел к нам в Якутию, чтобы установить новый рекорд по самому долгому нахождению подо льдом и посвятить это своей супруге. Репортаж нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Через полчаса Олега Рязанова засыпают снегом и зальют водой, где он пролежит без воздуха целых 12 минут и 52 секунды. А пока Олег активно готовится, уходя в транс и проводя уникальную технику дыхания, которую сам же и разработал. Медики и ученые проверяют его состояние, берут кровь на анализ. Цель – изучить состояние организма после такого долгого нахождения на холоде. Хотим посмотреть морфологию эритроцитов. Там изменения должны произойти. Пришли поддержать любители экстремального холода и моржи. Люди, которые не понаслышке знают, что такое холод, верят Олегу, утверждая, что подготовленный человек может выдержать такие низкие температуры. Йоги сутками туда вообще закапываются под землей. То есть там теплее, да, получается? Это состояние йоги. Это, умеют они работать с энергиями. То есть вы считаете, что это реально, да? Реально, да. Свой трюк Олег посвятил любимой супруге, рискнув своей жизнью аккурат в День Святого Валентина. Эту валентинку подготовлю, то есть потом вы уже снимете это, как она будет выглядеть. Да, поэтому, Иринка, я безумно тебя люблю, да, ты экстремалка гораздо круче, чем я, потому что быть женой повелителя холода – это экстрим гораздо серьезнее, чем я делаю. 47-летний любитель экстремального холода, автор 12 различных мировых рекордов, связанных с холодом. Но якутяне познакомились с ним в прошлом году, когда он прыгнул с 4-километровой высоты с парашютом в минус 23 градуса, после чего еще и искупался в ледяной лени вместе с моржами. А прямо сейчас мы находимся на 202-м микрорайоне, и Олег Рязанов уже начал свой трюк. Его работники засыпают сейчас снегом, после чего будут лить ледяной водой. Задача в том, чтобы лед быстро схватился, и Олег в таком положении должен пролежать 13 минут, не дыша под ледяной коркой. И в этот раз Олегу Рязанову удалось покорить якутский холод. Он пролежал под ледяной коркой почти 13 минут. От горячего чая Олег отказался, зато активно начал отогревать свое тело при помощи своей методики. Самое кайфовое – это когда ценишь такие мелочи, как воздух, например. Да? Мне сложно сказать, еще раз, там состояние оно другое. Я не осознаю полностью, как сейчас, то, что происходит в те моменты. Я в транс себя вел, конечно. На этом экстремал не собирается останавливаться. Следующий его трюк состоится 8 марта в родном городе Калининград, где Олег окунется в пары жидкого азота при температуре в минус 150 градусов. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. 30 секунд рекламы. Последний блок новостей вас ждут в программе «День за днем». Зимний турсезон в Усть-Ботома в питомнике лесных бизонов готовится встречать гостей, как там поживают животные. Афиша «Куда сходить и что посмотреть в эти выходные в столице» – это и многое другое в заключительном блоке через полминуты.
Якутия день за днем продолжает в прямом эфире выпуск. Со вчерашнего дня сотрудники республиканской ГИБДД выходят на рейды, связанные с перевозками пассажиров по межмуниципальным и межгородским маршрутам. Под особый контроль попадают микроавтобусы, ведущие перевозку пассажиров и багажа. Сотрудники ГАИ проверяют наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров, техническое состояние авто, наличие ремней безопасности и удерживающих устройств для детей. Кроме того, в рамках рейда будут проверены и столичные пассажирские автобусы. Там тайные пассажиры будут ездить в автобусах и наблюдать за работой водителей и фиксировать различные нарушения. Рейды продлятся в выходные и на следующей неделе. Особое внимание уделяется соблюдению режима труда и отдыха водителя, то есть наличие такого средства контроля за водителем, как тахограф. Потому что у нас регулярно совершаются дорожно-транспортные происшествия с участием перевозчиков межрайонных сообщений, где сопутствующими причинами выступает как раз нарушение режима труда и отдыха водителям и, к сожалению, с тяжкими последствиями. В прошлом году у нас зарегистрирован рост всех 3 показателей аварийности по вине водителей автобусов. Айсан Николаев на неделе дал официальный старт работе волоконно-оптической линии и высокоскоростному мобильному интернету в Усть-Мае. В поселке проживают более 2500 человек. Задачи по строительству магистральной ВОЛС на участке Амга-Усть-Мая решались руководством региона и национальным оператором Ростелеком в рамках реализации национального проекта «Цифровая среда». Общая протяженность составила более 180 километров. 900 с лишним домов благодаря этому получили доступ к интернету с безлимитными тарифными планами, интерактивному телевидению, также к другим цифровым сервисам. Ну а операторы сотовой связи МТС и Мегафон предоставили высокоскоростной интернет стандарта 4G LTE. Отчет правительства прошел в Жатае. Перед населением выступил первый вице-премьер республики Алексей Стручков. Он сказал, что благодаря активности жителей по программе поддержки местных инициатив выполнены работы по благоустройству дворовой территории домов по улице Строда. Заключено 10 социальных контрактов с малоимущими семьями на сумму более 480 тысяч рублей. В 2019 году в Жатае введен в эксплуатацию плавательный бассейн. Проведены ремонтные работы в здании общежития Жатайского техникума. Что касается планов, то будет реконструкция автодороги НАМ, в том числе на территории Жатая в 2021 году. Ну а судя по вопросам, жителей волнуют вопросы строительства новой школы, лекарственное обеспечение федеральных льготников, отсутствие мирового судьи и нотариуса, транспортной доступности в целом и наружного освещения. Много вопросов звучало в части транспортного обеспечения, в частности, работы 109-го маршрута и поездок людей из поселка Жатая в город Якутск в обратном направлении, и также благоустройство, реконструкция, модернизация улично-дорожной сети самого поселка Жатая, обеспечение уличным освещением участков автомобильных дорог, региональная автомобильная дорога НАМ, которая идет из города Якутск в сторону Жатая. Были жалобы на то, что она мало освещается, и сейчас Министерством транспорта и дорожного хозяйства также завершается разработка проектно-сметной документации. Я думаю, что при корректировке плана дорожных работ эти работы уже в текущем году будут учтены и выполнены соответствующим образом. Питомник лесных бизонов Усть-Ботома готовится к открытию зимнего туристического сезона. Сегодня там обитают 37 этих удивительных животных, 9 из которых годовалые телята. Канадские животные давно привыкли к якутской суровой природе и чувствуют себя здесь отлично. Напомним, 14 лет назад в Якутию доставили первую партию канадских лесных бизонов. Это запустило международный проект по реакклиматизации лесного бизона в Якутии. Главная цель всего этого – сохранение генофонда единственной в мире популяции. Сюжет Ульяны Шагиной. Суровые холода отступили, в семействе бизонов в марте ожидается новое потомство. Животные свободно пасутся на большой огражденной территории в 100 гектаров, добывая пищу из-под снега, копытя мордой метровый снег. 2 раза в день работники питомника подкармливают их комбикормом и сеном. 90 тонн за зиму. С рук не кормятся, близко не подпускают.
Сегодня их по всему региону насчитывается более 200. Второй такой бизонарий в Якутии находится в Горном Улусе в местности Тымпынай. Сейчас там содержится 179 голов, 60 из которых выпущены на свободный выпас. Экологи надеются, что в обозримом будущем лесные гиганты пополнят биологическую фауну Якутии. Очень хорошо они прошли адаптацию, даже дали вот потомство, сколько уже лет. Вот. Только нашим бизонарием мы получили свыше 100 телят. В конце февраля 10 подрощенных телят впервые отправятся обживать новую местность – в Сунтарский Улус. В 40 километрах от села Кемпендяя новый бизонарий практически готов встретить своих новых обитателей, которые после карантина будут выпущены на волю. Животные вообще-то спокойные. Вот. Если встретите в дикой природе, не надо их бояться. Двухметровые самцы могут весить до тонны. После завершения весеннего гона их уже отделили от стада. Ботур один из первых прибыл в Якутию, сейчас ему 11 лет. Спокойные на вид животные, очень пугливы и способны на непредсказуемую реакцию. Смотрители предупредили, что приближаться к ним лучше не стоит, потому что это все-таки дикие животные. Но вот так вот прийти и понаблюдать за ними в естественной среде – одно удовольствие. В скором времени Усть-Ботомский питомник пополнит еще 30 канадских телят-бизонов. Договоренность с правительством Канады уже есть. Сейчас идут подготовительные работы по их перевозке. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Усть-Ботома, Хангаласский Улус. Одним из главных спортивных событий зимнего сезона в Якутии станет 4-я спартакиада зимних видов спорта. Традиционно соревнования проходили на двух площадках – Алданской и Неренгринской. В этом году формат будет другой. Спортивный праздник будет проведен как чемпионат республики по лыжным гонкам и биатлону. Торжественное открытие состоится в Якутске. Церемония закрытия в Алдане. На трассах и площадках за победу поборются более 500 спортсменов из разных уголков Якутии и России. Мы будем проводить спартакиаду с 7 по 12 апреля. Как полагается, все районы будут собираться у нас. И, соответственно, будем, правда, в двух видах спорта. Это лыжные гонки, уже есть положение и программа, и биатлон из традиционного оружия. Кино и театры. Как культурно провести эти выходные, куда можно сходить, чтобы посмотреть. Обзор афиши подготовил Александр Хавренко. Кинотеатры и театры города, как всегда, приготовили для зрителей много всего интересного. Начнем с обзора киноновинок. На экраны вышел один из самых долгожданных фильмов «Джентльмены» от режиссера Гая Ричи. Гай Ричи, признанный талант в области криминальных картин, перестал играть в исторические реконструкции и экранизировать мультфильмы, и снова вернулся к истокам. Фильм «Джентльмены» рассказывает о том, как талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жестокие джентльмены. Намечающийся обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев. В главных ролях Мэтью МакКонахи, Чарли Хэном, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Хью Грант. Также на экраны вышел сиквел спортивной мелодрамы 2017 года «Лед 2». Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигурист в Канаде и Саша поженились и больше всего на свете мечтает о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Еще одна киноновинка недели – психологическая драма «Скандал». История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса, печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен. В основу картины легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах своего босса, генерального директора Fox News Роджера Айлза. Главные роли в фильме сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Русский театр приглашает на спектакль «Out of Order» или «13-й номер» по пьесе выдающегося драматурга Рэя Куни. Ничто не предвещало беды, когда помощник премьер-министра Ричард Уилли пригласил с хорошо известными намерениями в свой гостиничный номер хорошенькую секретаршу Джейн. Все было бы хорошо до той самой секунды, когда Джейн внезапно обнаружила в номере мертвое тело. Если заявить о нем в полицию, не избежать разоблачения амурных подвигов, и будет громкий политический скандал. Ричард срочно вызывает своего личного секретаря Джорджа, и совместными усилиями они пытаются спрятать труп. При этом каждый их шаг лишь запутывает ситуацию, которая еще больше усугубляется
появлением управляющего отелем, затем жены Ричарда и ревнивого мужа Джейн. Не говоря уже о том, что покойный грабитель оказывается... А вот кем он оказывается, вы узнаете в театре. Саха Академический театр приглашает на спектакль «Керекен» по произведению Платона Юнского, который поставил режиссер Руслан Тараховский. Повесть о легендарном прародителе 4 известных родов Татинского улуса Платон Юнский написал в 1936 году. По преданию, князь Керекен, после того, как Тагиндар-хан проиграл русским колонизаторам, повел свое войско в поисках мирной жизни по ту сторону реки Лены, где его ожидала кровопролитная междоусобица якутских племен. Государственный театр оперы и балета приглашает на одноактный балет «Геометрия движения» в хореографии и постановке заслуженной артистки России и Якутии Екатерины Тайшиной. Постановка состоит из нескольких этюдов, отсылающих к реалиям современного мира. С новым ритмом жизни, интернетом, виртуальным миром, который практически заменил реальный. Герои, как и многие люди сегодня, общающись с гаджеты, упускают самое главное – настоящий момент. «Геометрия движения» – это не классический балет, конкретного сюжета нет, все действие – это скорее эскизы, этюды и образы настоящего времени. О новом ритме жизни, когда виртуальный мир практически заменил реальный, о взаимодействиях современных мужчин и женщин. А русский театр покажет спектакль «Барышня-крестьянка». Сентиментальная деревенская история любви, нестерпимое девичье желание 17-летней Лизы, дочери помещика, увидеть красавца Алексея, сына соседа по усадьбе, приехавшего к отцу по окончании университета, заставляет ее созорничать и переодеться в крестьянское платье, выдавая себя за дочь кузнеца Акулину. Встреча молодой пары приводит к взаимным сильным чувствам. Судьба распорядилась так, что враждующие между собой их родители-помещики помирились, а розыгрыш Лизы был счастливо раскрыт. На этом у меня все. Интересной вам недели. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Корреспонденты нашего телеканала продолжают работу и следят за развитием новостей и событий. Я, Влад Давыдов, вместе с бригадой этого эфира прощаемся с вами. Всего доброго, хороших выходных.